В Сыктывкар с рабочим визитом прибыл Александр Шохин. Первым делом президент Российского союза и промышленников и предпринимателей обсудил вопросы взаимодействия с главой Коми Владимиром Уйба. А после встретился с представителями бизнес-сообщества. Вместе они обсудили возможности работы в новых реалиях, а также пути решения текущих вопросов, возникших в связи с введенными против России западными санкциями. Это изменение логистических цепочек, срыв поставки импортных комплектующих, экспорта нашей продукции. Правительство Коми еженедельно мониторит ситуацию по системообразующим предприятиям. Информация передается в том числе на федеральный уровень для принятия решений. Работает Республиканский логистический центр. Хочу отметить и эффективную работу логистического центра, который в оперативном режиме помогает предприятиям в выстраивании новой логистики и кооперации с грузоперевозчиками. Всего созданным на региональном уровне штабом по обеспечению устойчивости функционирования экономики с марта 2022 года принято 4 пакета мер поддержки экономики региона в условиях внешнего санкционного давления, в том числе по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Ожидается снижение ставки Центробанка и уровня инфляции, но проблема поддержки предприятий и льготирования кредитов остается в условиях необходимости реализации импортозамещающих проектов, подчеркнул президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Важно создать условия, в которых компании смогут инвестировать свои ресурсы и в крупные проекты, и в рискованные стартапы, вложения в которые могут и не окупиться. Мы видим, что в республике налажен эффективный диалог бизнеса и власти. И, безусловно, в нынешних сложных условиях беспрецедентного санкционного давления наличие такого механизма постоянного взаимодействия и с главой республики, и с администрацией, правительством, с правоохранительными органами, безусловно, это залог того, что бизнес может оперативно доводить до власти свои озабоченности, формулировать вопросы, связанные с поддержкой бизнеса, с устранением тех или иных барьеров и препятствий. И одна задача сейчас, которая стоит и перед федеральным правительством, и региональными властями, это быстрое принятие решений. На встрече было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Коми, Общероссийским объединением работодателей, Российский союз промышленников и предпринимателей и Региональным союзом промышленников и предпринимателей.